Всего в Коми было развернуто 638 участков. Отдать свой голос смогли не только жители больших городов, но и небольших сел и деревень. Выборы добрались даже в самые отдаленные уголки нашей республики. Правда, с некоторыми особенностями. В чем именно они заключаются, расскажет Ксения Лосева. Яркие краски осени, шелест листвы и свежий воздух. Избирательный участок в селе Воч располагается рядом с живописным лесом в здании местной администрации. В этот раз из-за коронавируса здесь обошлись без народных гуляний и пирожков. Впрочем, атмосферу это совсем не портит, скорее наоборот, придает ей камерности и уюта. Небольшое помещение, стенд с информацией о кандидатах и 2 кабинки для голосования. К выборам в Вотче готовились чуть ли не всем селом. Каждый помогал, чем мог. Кто-то расклеивал объявления, а кто-то разносил приглашения по соседним деревням. А как по-другому, говорят местные. Никому не хочется оставаться в стороне от такого значимого события. Выборы здесь как еще один праздник. Для многих это уже настоящая семейная традиция. Там и музыка была, и вот, например, я клубный работник, там у нас в клубе мероприятия делали, викторины, там конкурсы, вот это. Потом сюда привозили буфеты, пирожки, вот это все. Вот в этом году сказали, можно, говорить, музыку принести. Принесла, чтобы мне тут сидеть и веселее было. Ну что, сами делали вам шарики, вот на оформление делали. Кто принес цветы. Ирина Жукова, как, впрочем, и все здесь, на ногах с самого утра. Говорит, наиболее ответственные сельчане свой голос пришли отдать сразу к открытию избирательного участка. Впрочем, желающих выразить свою политическую позицию здесь будут ждать вплоть до 8 вечера. Голосование длится 3 дня, а потому все, даже те, кто живет в городе, но прописан в селе, успеют проголосовать. К 13 пожилым сельчанам комиссия придет прямо домой. Ну а всех, кто все же доберется до участка, ждет простая, не занимающая много времени процедура. Сначала температурный режим, понятно, обеззараживание рук. Потом дается маска-ручка, перчатки, паспорт. Что у нас паспорт предъявляет, мы смотрим, по книге проверяем, сверяем. Может, какие неточности или что, прописка, записываем, бюллетени, объясняем, что и как нужно сделать. Ну а дальше самый ответственный момент – голосование в закрытой от посторонних глаз кабинке. И хоть дело это сугубо личное, на селе своих предпочтений особо никто не скрывает. Сразу на выходе из участка иногда разворачиваются оживленные дебаты и споры, в ходе которых, как принято, рождается истина и находятся ответы на порой даже самые неожиданные вопросы. Например, кому на Руси жить хорошо или как сделать так, чтобы всем жилось еще лучше. На выборы я хожу постоянно, как поддерживая активную позицию. И надеемся на перемены к лучшему. Но обычно день выборов – это для жителей поселения и праздник. А это уже другой избирательный участок в соседней Пажге. Здесь ждут более 1000 избирателей. Место для голосования устроили на 1-м этаже местной школы. В деле почти нет новичков. Многие участвовали уже в нескольких выборах. Так, например, Лидия Ильчукова из года в год приходит на участок в качестве общественного наблюдателя. Все правила знает уже наизусть. Мы смотрим, чтобы там никто не подсматривал, никто не подходил, никто не подсказывал. Это в наши обязанности входит. Мы смотрим, наблюдаем. В действия комиссии мы не вмешиваемся, если нет на это повода. Мы можем только вмешаться в том случае, если член комиссии какие-то сделал правонарушения, то есть не соответствующие их обязанностям. Но здесь очень спокойно, нарушений нет. Вот так спокойно, душевно и даже, можно сказать, по-семейному проходят выборы в селах республики. Говорить о результатах пока рано, и все же ясно одно. Здесь особенно сильно чувствуется, с какой ответственностью каждый подходит к своему выбору. Потому что понимает, что голосует не за что-то далекое, а конкретно за свое будущее. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сысольский район.